предлагали сдать только оружие, пускай остались бы военные там, но затем остались там гражданские. А я такого выбора не имею, у меня есть приказ, и я его выполню в любом случае. Ну дай бог вам не погибнуть при выполнении этого приказа. Будет очень плохо, если вы сумеете выполнить, потому что этим война не кончится, вы должны были бы это понимать. 11 декабря 1994 года президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ о мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики. В тот же день подразделения объединенной группировки войск, состоявшие из частей Министерства обороны и внутренних войск МВД, вступили на территорию Чечни. Началась Первая Чеченская война. Потом была контртеррористическая операция на Северном Кавказе, так называемая Вторая Чеченская война. Ее режим официально был отменен лишь в 0 часов 16 апреля 2009 года. Эти долгие 15 лет противостояния стоили жизни тысячам россиян. Республика Калмыкия на территории этой Северокавказской республики потеряла 45 своих сыновей. Им посвящается этот фильм. Мы были все в одно время, в одном возрасте. Нам было по 18, 19, 20 лет. И все были призваны военкоматом. Как говорится, время выбрало нас. Пришло время, страна призвала выполнять воинский долг, и мы его выполняли. Мы знаем, кто погиб, при каких условиях. Каждый из них совершил подвиг, и благодаря тому, скажем, тем, что они отдали свои жизни именно за страну, за Россию, за закон, сегодня за покой там, в Чеченской Республике, ну, в общем, в стране. Я у войны просила сына, через преграды шла к нему. Жила надежда единая, вот-вот кровинку обниму. Я шла к нему по пепелищу, чеченкой, женщиной простой, и поняла, мы обе ищем детей, что бьются между собой. Мать искала сына среди взрывов и свиста пуль, в горах и на равнинах, в городах и поселках между своими и врагами. Ее единственный сын, сильный, крепкий, красивый и талантливый Женечка, погиб 7 января 1995 года в поселке Алхазурово Шалинского района Чеченской Республики. 2 января он с задания прилетел, мне уже потом рассказали, и спать лег. А потом в обед его разбудили, снайпера не хватало в этой группе. Новая группа сформировали диверсионную. Ну, ему сказали, чтобы он пошел на задание, а потом на Рождество его домой отпустят. И вот он согласился. И группа должна была там 3 дня быть, у них продуктов было на 3 дня, а вертушка не прилетела, туман. Вот. И в горах вот так получилось, что они 2 с лишним дня голодные ходили. Каково матери знать, что твой сын погиб совершенно голодный? Окружили их боевики, и бой начался. Первым Андрюша Луговенко погиб. Они сейчас похоронены в одной могиле здесь. Перезахоронение сделали. Евгений Дьякон был призван в Вооруженные силы Российской Федерации 13 января 1994 года Элистинским городским военкоматом. Мечтал служить в морской пехоте. Комиссия признала его годным к несению службы в десантных войсках. Женя попал в 22-ю десантную штурмовую бригаду в Ростовской области под Ковалевкой. В воинской части номер 11659 десантно-штурмовой бригады ГРУ спецназа ВДВ Женя был лучшим. По-другому не мог. Он с детства привык быть первым. В секции карате, куда родители отдали его еще ребенком, и где он позже получил черный пояс. В компании друзей, где мастерски водил свой байк и был заводилой и лидером. В музыкальном училище, где до самозабвения отдавался игре на саксофоне и кларнете. Каждый день он у меня бегал по утрам и
вот эту пробежку до военкомата. И каждый день бегал, проверял. Пришли купцы от десантников или от морской пехоты или нет. А из армии любимой маме Женя каждый день писал длинные красивые письма со стихами, специально написанными для нее. «Мама, ты не волнуйся, что я могу забыть тебя. Я свою родную мамочку никогда не забуду. Просто пойми, если я буду постоянно думать о доме, то не смогу ничего сделать. Потерпи еще немного. До весны. А потом это похоронка». Я туда поехала, искала долго, очень долго его искала. Там бои шли. Мне, правда, боевики помогали. Вот. Я дошла до этого аула. Мне сказали, могила вот она. Я хотел там остаться. Меня командир боевиков насильно отправил на Зрань. Сказал, сейчас бои начнутся. Погибнете, потом будут говорить, что мы мать солдата убили. Они ко мне хорошо относились, боевики. Ну, причем здесь я, правильно? Я жила со снайперской винтовкой, не родила. Это война. Я говорю, солдат он приказали, он им подчиняется приказу. Женины друзья – частые гости у Татьяны Дьякон. Она всех их хорошо знает. А ребята-однополчане, приехав после случившегося, представились коротко. Мы служили с Джонни Красавчиком. Они даже не подозревали, что суровый и порой жесткий и бескомпромиссный Жека мог быть таким нежным и заботливым. Это для них стало настоящим откровением. Каждый год в свой день рождения Татьяна Батмаевна получает букет любимых гладиолусов от друзей Жени, словно сын напоминает ей о том, что обещал никогда о ней не забывать. Мы у войны детей просили, преграды страшные пройдя. Над ними обе голосили в могиле общей их найдя. Теперь нам, русским и чеченкам, о детях до смерти скорбеть. Два Андрея, Луговенко и Ракович, дружили с детства. В 8-й Элистинской школе, где они учились, каждому сегодняшнему школьнику хорошо известны их короткие биографии, большая часть которой прошла в этих стенах. В школьном музее на почетном месте рядом со святынями Великой Отечественной войны хранятся боевые награды этих совсем еще мальчишек, главный из которых – 2 ордена мужества, присужденные им посмертно. Луговенко Андрей и Ракович Андрей. Это наши выпускники, которые учились в нашей школе. Ну вот так получилось, что служа в армии, вот получилось, что им надо было защищать свою родину. С разницей в неделю 2 друга были призваны в ряды вооруженных сил Российской Федерации. 7 января 1994 ушел в армию Андрей Ракович, и уже 14 января того же года Элистинским городским военкоматом был призван к несению военной службы Андрей Луговенко. Причем, чтобы побыстрее надеть погоны, Андрей Ракович досрочно, 6 января 1994 заканчивает Элистинский автодорожный техникум, а его друг Андрей Луговенко идет служить, оставив учебу со 2-го курса физико-математического факультета Калмыцкого государственного университета. Он прямо как на крыльях. Заказал торт, парашют, такой вот парашют, там через знакомых парашют, десантник спускается, вот это все вот на каком-то таком возвышенном чувстве. Что я могу сказать? Это его решение. Отговорить друзей от принятого решения было невозможно. Еще в начальной школе он написал сочинение о своей заветной мечте стать конструктором самолетов и создать новую необыкновенную модель гражданского авиалайнера. Я помню, что он говорил, что хочет всегда быть летчиком. А кто хочет быть летчиком? Конечно, это романтики. Люди высокого полета, люди нравственные, высокой души. Его мечта стать летчиком, в общем-то, наверное, где-то и сбылась, потому что он пошел служить в десантники. То, что он сам решил пойти в армию, это его решение, которое, в общем-то, я уважаю, потому что вот из того выпуска, лицейского выпуска ребят, в армии служил только он. Он хорошо учился в школе, в лицее, куда попал с первым набором. Небо его завораживало и манило. И попал он в воздушно-десантные войска. Он хорошо чертил. Офицеры это увидели и поставили его в штаб. Перевели в штаб, он стал штабистом, привязки делал. Он ночевал в штабе.
с вот этими своими чертежами, с вот этими заданиями, и выполнял работу за 2 офицеров, как он сказал. Ну, офицерские жены были благодарны, носили ему гостинцы, бутерброды, подкармливали его. Был доволен. Его командир сказал: звание тебе, дадим тебе звание. Он сказал: нет. Андрей Ракович после базовой подготовки в автодорожном техникуме первые полгода проходил службу в Ковровской воинской части Владимирской области. После чего был направлен в танковые войска механиком-водителем 131-й Майкопской мотострелковой бригады. А какие письма писали, прикольные, с шутками, с прибаутками, чтобы родители не переживали, что в армии там что-то плохо, что все прекрасно в армии, чтобы никто не боялся идти в армию. Майкопскую бригаду, где служил Андрей Ракович, перебросили в Чечню в самом начале войны, а в новогоднюю ночь необстрелянных мальчишек на стареньких БМП отправили в бой. В ночь с 31 декабря 1994 на 1 января 1995 года в бою за железнодорожный вокзал города Грозного Чеченской Республики рядовой Андрей Евгеньевич Ракович пропал без вести. Было 4 танка, которые прорывались к железнодорожному вокзалу, где был командир их вместе с ребятами, с ранеными. И они прорывались. Один танк, значит, его сразу подбили, а 3 танка прорывались. Из 3 танков танк только моего сына Андрея не смог дойти 300 метров до вокзала, до железной дороги, чтобы спасти. Их расстреляли полностью. Вера Никифоровна говорит, что найти останки сына помогли ей только результаты генетической экспертизы. «Какая же это была мясорубка, — говорит она, — если я, мать, знавшая каждую родинку на теле моего сына, столько лет не могла найти его среди сотен останков и фрагментов тел. Через какой ад прошли наши мальчики?» Сегодня уже установлено, что Андрей Ракович погиб в новогоднюю ночь с 31 декабря 1994 на 1 января 1995 года в городе Грозном. Он был сначала ранен в руку, правая рука у него была, кость выбита полностью, так вот ранен, но он еще живой был. А потом его с близкого расстояния расстреляли в голову. С близкого расстояния, это 7,62, есть такой калибр, вот с этого калибра его расстреляли, снесли голову. 131-я отдельная Майкопская мотострелковая бригада и 81-й Петраковский мотострелковый полк, находившиеся под командованием генерала Пуликовского, дошли до железнодорожного вокзала и президентского дворца. Там они оказались окружены и разгромлены. Потери Майкопской бригады составили 85 человек убитыми и 72 пропавшими без вести. Уничтожено 20 танков, командир бригады полковник Савин погиб. Более 100 военнослужащих попало в плен. И что самое страшное, что там такие же ребята, тоже молодые такие ребята были, и они все это видели, все это было у них на глазах, все это происходило. Ну а как для нас, для родителей, взять бы сердце в руки, да полежать. Сильнее нету муки, чем детей терять. Российские войска сменили тактику. Теперь вместо массового применения бронетехники в бой пошли маневренные десантно-штурмовые группы при поддержке артиллерии и авиации. Екатерина Андреевна Луговенко до мелочей теперь воссоздала последние минуты жизни сына. Он писал, что их отправили на учения. С 26 декабря мы на учениях. И все, ничего страшного, не переживайте. А потом мы увидели в плену увидели, их показали пленных, кроме Андрея нашего и диакон Жени. Их не оказалось. Потом уже позже нас пригласили в автобус с Татьяной в этом уже в Осетии и сказали, что ребят наши погибли. И он до последнего мне, как сказал Кривко, был в военкомате служил. Он уезжает, говорит, я уезжаю, но я вам скажу правду. Ваш сын до последнего пули стрелял автомат, до последнего выстрелил пули. Выполнил до конца долг свой. Он погиб 7 января 1994 года в поселке Алхазурово Шалинского района спустя ровно неделю после страшного месива на подходе к Грозненскому железнодорожному вокзалу, где навсегда остался его лучший друг и тезка Андрей Ракович.
Их родные сегодня бережно хранят награды сыновей. Их мальчики озорные и веселые, талантливые и жизнерадостные, награждены орденами мужества посмертно. Чистые мальчишки, добрые, хорошие, такие же, вот, как и стоят вот рядом, честные, правильные, никогда в жизни никого не обидели, они даже, может, они за свои 19 лет с половиной, они чистейшие были мальчишки. Я разговариваю с этими ребятами, которые остались сейчас живы, они уже взрослые. Ни один из них не сказал: вот Андрюшка такой, мог бы учиться, мог бы остаться жив. Никто из них так не говорит. Они говорят, что поступил он верно. Поступил верно, согласно своим, скажем, внутреннему такому своему движению души. Мне было 18 лет, вот, мои почти вот Скибин Алексей, да, Коваленко. Мы учились вместе в училище со Скибином в одной группе, и мы с ним двое шли, 25 парней, годные к ВДВ. У нас категория 1, вот Алексей был веселый парень, он был спортсменом, боксером. И мы смеялись, что разница полгода у нас в возрасте, уйдем, полгода разница. Я говорил, что вот я в часть попаду, ты придешь через полгода, вот я буду дедом. Так оно и вышло. Я ушел в декабре, помню, закончил в июне, пришел. Единственное, в разных батальонах были, ну, были в разведподразделении. Нам было по 18 лет, по 19 лет. И хотели в десант, в разведку, стремились, готовились, попали как хотели. Ну, выпало так на нашу долю, что была война. Алексей Скибин, разведчик отряда специального назначения Министерства обороны России, направлен в Чечню в июле 1996 года. Алексей Скибин, например, вот призывался со мной в 1995 году. Мы познакомились с ним на военкомате, когда создавалась команда 22-й бригады спецназгрупп. Вот. У него не было отличительной черта, чуть-чуть кусочка уха правого. Попозже у него и прозвище, и по рации было Куба. Находились мы в одной казарме, практически были у нас рядом кровати. Вот. Того же призыва был и Коваленко Сережа. С нами призывался большой, спокойный, хороший парень с Улан-Удэ. Нормальные ребята, практически, ну, как говорится, категория А по здоровью. Они были всегда впереди, всегда помогали чуть которые послабже. Выполняя боевую задачу при освобождении города Грозного, 12 августа разведчики отряда спецназначения попали под огонь боевиков. На помощь солдатам направили вторую группу, в состав которой входил младший сержант Алексей Скибин. Ситуация усугублялась тем, что территория просматривалась со всех сторон, и противник точно знал, где находится группа. Алексей принимает молниеносные решения. Вызвав огонь противника на себя, ему удается обеспечить вывод из-под обстрела своих товарищей. Группа вовремя доставила ценные разведданные. Успех операции по освобождению Грозного был обеспечен во многом благодаря информации, добытой в сложнейших условиях и своевременно доставленной разведотрядом спецназначения. Но для Алеши это стало последним боевым заданием. 3-й батальон, несколько БТРов, сожгли несколько БТРов. Алексей Скибин, они сделали проход, группа, именно та группа внутренних войск вышла из окружения, из засады. И в этом бою, конечно, он погиб при исполнении воинского долга. Закончив палестинскую школу номер 17, Алексей Скибин увлеченно учился в СПТУ-6, а получив удостоверение крановщика 6-го разряда, был уверен, что станет строителем. Высокий, стройный, красивый, 19-летний парень мечтал жить, работать, растить детей, но пришлось воевать. Когда нас привезли, было очень непонятно, страшно. Было страшно. Свинцовое небо. Нас выгрузили с поезда в Ханкале, и мы пошли. Пару-тройку дней никто ничего не понимал. Где находимся, как. А потом, когда начали погибать наши товарищи, просто срабатывало как отмщение, что ли. За личное мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи,
младший сержант Скибин Алексей Анатольевич был представлен к Ордену Мужества и высшей награде Казачества России Ордену за веру, волю и отечество посмертно. Они с честью и достоинством выполнили свой долг. Я думаю, лучше бы них никто бы этого не сделал. 31 августа 1996 года, после подписания в дагестанском городе Хасавюрт представителями России и Ичкерии соглашения о перемирии российские войска полностью были выведены из Чечни. Но подписание так называемых хасавюртовских соглашений мира и спокойствия в Чечне и прилегающих к ней регионах не принесли. 30 сентября 1999 года на территории Чеченской Республики вновь были введены вооруженные силы России. Началась контртеррористическая операция на Северном Кавказе. Освещавшей события этой войны журналисту Бове Городовиковой не раз привелось побывать во время специальных командировок в местах военных действий между войсками объединенной группировки войск Российской Федерации и бандформированиями чеченских сепаратистов. Она своими глазами видела эту войну. Мы все были примерно в одинаковых условиях. Все были такими, знаете, потерянными. Вот все эти ребята, они были потеряны. И просто было видно на глазах, когда после первой какой-нибудь военной спецоперации, насколько мальчики сразу же менялись. И вот эти вчерашние мальчишки, которые были совершенно как воробушки, совершенно испуганные и потерянные, после военной спецоперации, после этого, я помню, это было возле Грозного. Это были первые бои, как раз были за Грозный, и как они поменялись. Я помню, там был один даже мальчишка, по-моему, я не уверена, что он был из Калмыкии, если честно. По-моему, он был калмык, но все-таки из Астрахани. Вот фамилию не помню. Я хочу сказать, что я, наверное, первый раз тогда удивилась, насколько человек может быстро и стремительно постареть. У нас был такой период, когда мы снимали до боя и после боя. Это была такая спецпрограмма для французского телевидения. Я помню, что этот мальчик, он стал намного тише говорить. Ну, видимо, была еще сказывалась контузия. И он выглядел вот лет на 5 старше. Я думала, что раньше, что это вообще какой-то обман, что не бывает такого, что люди могут очень быстро повзрослеть и посидеть. Вот, наверное, вот я в Чечне это первый раз увидела, что вчерашние мальчишки, они умирают так быстро, и не то, что они стареют. Вот это, наверное, самое страшное. И когда ты видишь разницу между взрослением и старением, это, в общем, это вот, наверное, самое такое сильное и страшное было впечатление после войны. В 5 утра 29 декабря 1999 года в холодном густом тумане 3-я рота особого мотострелкового батальона Выборгского гарнизона, которую после гибели в бою командира возглавил старший сержант Закир Даудов, выполняла боевую задачу по блокированию населенного пункта Старый Атаги в Грозненском районе Чечни. К этому моменту около 3 недель они, солдаты-срочники, сдерживали атаки значительно превосходивших их численностью и отлично знавших местность боевиков на одном из горных склонов Аргунского ущелья. Под шквальным огнем противника из стрелкового оружия и гранатометов подразделение Даудова вынуждено было оставить занимаемую позицию. Командовавший своим подразделением старший сержант Закир Даудов остался прикрывать отход своего подразделения. Закир видел, что все ребята, согласно его тактическому маневру, постепенно по одному, не привлекая к себе внимания, успели отойти. Сам же 19-летний заместитель командира взвода старший сержант Закир Даудов при смене позиции был смертельно ранен. Позже, когда его нашли, он был буквально изрешечен пулями. Враг из ненависти или из страха выпустил в него весь рожок автомата. Но свою роту старший сержант Даудов сохранил полностью. Спустя 4 месяца, 19 апреля 2000 года, указом президента Российской Федерации старшему сержанту Даудову Закиру Алиевичу присвоено посмертно звание Герой Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе. Он закончил школу и поехал к родителям в Калмыкию помогать. Родители хотели, чтобы он поступил, но он хотел 1 год помочь родителям, потом уже говорил: я отслужу, а потом поступлю в архитектурный институт в Ленинграде. При этом улыбка навсегда осталась его визитной карточкой. Он постоянно видит, папа что-то делает, быстрее закончит работу, быстро у него отбирал. Видит, мама что-то делает, коров пошла подоить, у нее отбирал работу. Это всегда он успевал. И мне помогал. Я коров доить ходила, если одна, он быстро прибежит, сейчас хотя бы одну помогу вам.
тебе корову подоит самую трудную. Я боялась этого, что он отличается среди них. Он намного взрослее казался мне. Закир, почему ты что ж такой же ребенок? Почему ты не дерешься, ты не играешь с ним? Они же себя как слишком маленькие дети ведут. Он, знаете, вот умел хвалить. Никогда не скрывал свои чувства. Был очень благодарным. Не знаю. Вы спросили, сколько лет прошло. Прошло 5140 дней сегодня, как его похоронили. И каждый день хочется забыть хотя бы на миг. Смекалка, физическая сила и какая-то не по годам уравновешенность и надежность отличали Закира с детства. А еще какое-то колоссальное чувство ответственности за всех и все, что происходит вокруг. В школе отличник, в армии лучший стрелок части, в короткий срок ставший старшим сержантом, этот крепкий улыбчивый паренек, душа любой компании, до того, как надел солдатские сапоги, успел завоевать титул сильнейшего борца-вольника в Ешалтинском районе Калмыкии, где жил, учился и работал вместе с отцом на животноводческой стоянке. В память о нем теперь тут ежегодно проводят соревнования по вольной борьбе. Нам с вами выпала большая честь, учиться в школе, которая названа в честь Героя России Закира Алиевича Даудова. Его именем названа и средняя школа поселка Красный Партизан. Так в памяти Закир у меня 13-летним парнишкой стоит. Мы вместе начинали делать, например, спортивный городок. Яму прыжковую копали, запомнилось мне это. Потому что и было 2 человека в классе, 2 мальчика, особенные такие. И вот у них как бы помогали друг другу. У этой школы есть побратим. Такая же сельская школа в селе Верхний Казанище в Буйнакском районе Дагестана носит его имя. Здесь Закир закончил среднее образование и получил аттестат. А на въезде в большое дагестанское село, где он похоронен, теперь стоит бюст героя. Каждый год, 29 декабря, на его могилу школьники приносят 19 гвоздик по количеству прожитых им лет. Когда на спартакиаду ехали в спортивные состязания, он всегда был первым везде. Он даже все заранее делал спортивное и стоял со стороны, смотрел: Рашид, давай, ты можешь, давай. Любил защищать слабых, очень любил помогать. Когда у меня что-то дома надо было сделать, там помощь нужна была, он всегда откликивался, приходил: Рашид, я приду, помогу. Доброты, я вам скажу, у него хватало за всех людей, наверное. Очень добрый был. Мне кажется, что все ровесницы были в него влюблены. Последнее письмо, которое мы получили от Закира, это было перед Новым годом. Письмо получила одноклассница его, в котором он просил: если вы соберетесь вместе, поднимите бокал за тех, кто в сапогах. Испаният, испанка, как любил называть сестру Закир, все эти годы ведет с братом непрерывный диалог. Сколько сил стоит ей сдерживать слезы при отце, который никогда не смирится со смертью сына. При выезде с Кизляра наши родственники успели и встретились. Они в Кизляре остановились, как пойти, и их колонна попала. Первым флаг тоже был, первым один не знаю, что БТР, birisi БМВ. Смотрит, останавливается перед ним, оттуда выходит Закир. Что вы делаете здесь? Шутит. Мы же за тобой приехали. Сюда, и вначале они: куда собираетесь? Мы уже трогаемся. Сзади идет колонна. Ты не имеешь права так уходить, пока родители не приедут, тебя не можем отпустить. Мы поговорим с командирами. И видите, что ли, как я их оставлю и с вами домой? У них нет, что ли, родителей? Я же клятву дал. То, что вы говорите, как оно получается? Я же присягу принял. И сзади колонна тоже подъехала. То, что привезли, даже не успели они дать ему. Он первый с флагом российским, первый с колонной переехал. Всех, которые там были, которые думают о будущем люди, должны их вспоминать, их поминать. Потому что они все хотели жить.
Закир строить любил с детства, но свой подвиг созидатель и жизнелюб Закир Даудов совершил на войне. Во имя жизни, законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики. Честь и слава тебе, солдат, своей жизнью и смертью, объединивший целые народы и республики. Калмыкия и Дагестан считают тебя своим героем. Россия гордится тобою, старший сержант Закир Даудов. Ах, Саша, Саша, смотри, как небо плачет. Январский ветер снег с могилы смел. Не мог ты, Саша, поступить иначе. Как жил достойно, так достойно и ушел. Саша, Ачирик, Александр Васильевич, Док – это все об Александре Ачирове. Он словно пронесся ярким метеором по небосклону. И даже сегодня, спустя 14 лет, странными и несправедливыми кажутся строки из его официальных бумаг. За проявленное мужество и героизм Ачиров Александр Васильевич награжден орденом мужества посмертно. Мы выполняли служебно-боевые задачи. Срок командировки с 21 января по 21 марта 2000 года. Значит, наше подразделение обеспечило охрану железнодорожного вокзала города Гудермес Чеченской Республики. Нашему подразделению, нашей группе поставлена задача осуществить зачистку прилегающей территории. В паре с лейтенантом Ченкуровым Саша проверял первый этаж здания. Саша, так как шел первый, он наткнулся на эту растяжку, когда услышал щелчок о том, что сработала ЧК. Значит, он оттолкнул второго номера и весь, будем так говорить, заряд этой гранаты он принял на себя. Все время он находился в сознании, значит, комментировал все наши действия, какие действия мы должны предпринять по оказанию ему первой медицинской помощи. Когда прибыла медицинская машина, мы его погрузили и отправили в больницу города Гудермес. Ну и где-то в 11:30, в 11:45, наверное, такое время, нам сообщили, что Саша умер на операционном столе. В это все, кто его знал, отказываются верить до сих пор. Доктор, он все-таки был душа компании нашей, да? Нашего отдела. Без него как-то, вы знаете, что-то угасло. Ну, для всех это было как общей бедой. То, что человека мы уже не увидим, что не будет среди нас. Это была такая общая, такая щемящая боль. Вот за такое короткое время он оставил такие глубокие воспоминания в душе, что даже не знаю, будет еще такой друг, вот как в песне поется. К нему тянулись и ровесники, и люди старшего возраста, и совсем юные. В нем каждый чувствовал надежность, к нему шли за советом, а он каждому торопился помочь. У него получалось врачевать и тело, и душу. Могли положиться на него как действительно на брата, на друга, товарища, который прикроет спиной, станет спиной к спине, прикроет спину товарища. Будучи специалистом своего дела, он еще и мог оставаться достаточно внимательным, снисходительным где-то товарищем, прощая наши недостатки, поскольку все-таки интеллигентность ему это позволяла. Но в то же время своим поведением, своим отношением к делу он дал понимание окружающим о том, что как можно было бы себя вести и как бы следовало бы поступать. Искренность его самое главное был, наверное, одно из главных достоинств. Потому что он это не предвзято делал, это получалось очень легко, непринужденно. Он к людям относился очень тепло и дорожил своими друзьями. Мне всегда нравилось в работе он. Во-первых, он
коммуникабельный. С детьми он хорошо относился, детей он любил, и он всегда с улыбкой. И дети этому видели, и они хорошо к нему относились, они радовались. Яркий, талантливый мальчишка, выросший на точке отца, знаменитого животновода, орденоносца, депутата Верховного Совета СССР Василия Очирова, в отдаленном калмыцком совхозе Гашунский, организатор школьного ансамбля, самостоятельно виртуозно овладевший карандашом, кистью, игрой на гитаре и саратовской гармошке, сразу после школы в 83-м, не колеблясь, идет в Элистинское медицинское училище. Саша всегда знал, что будет врачом. Службу в рядах советской армии с 1984 по 1986 проходил в республике Афганистан в составе ограниченного контингента советских войск. Я, честно говоря, долгое время не знал, что он вообще был в Афганистане. Просто не представлял, об этом никогда не афишировал, никогда этим не кичился, никогда медали не выставлял, не было такого. И только после его гибели, читая письма к сестре, я узнал, что были боевые операции, были у него ранения. Вот видите, такой потрясающий, скромности человек. И вот уже ежегодно приезжают эти ребята, афганцы, с Воронежа, с Подмосковья, с Костромы. Ежегодно они ездят на Гашунский к родителям, на могилу к Саше. Я считаю, это стоит очень дорогого. Это просто показатель. Много лет подряд они приезжают в маленький, затерявшийся в калмыцкой степи поселок Гашунский к родителям их Очирика, Василию Манжиевичу и Бюрюне Эрднеевне. Вот уже 14 лет, из разных уголков некогда огромной страны. О чем бы они ни вспоминали, Александр занимает в их рассказах главное место. Он нас стриг, он с нами вместе служил, он делал нам прически, он пел нам песни. И всегда его бесконфликтность, его вот это светлое, белое, все, что он нес, просто помогали нам служить. А служба, поверьте, у нас была непростая. Вы просто воспитали правильно, вот воин, солдат, он был настоящий. Получив сразу после армии профессию детского хирурга в Астраханском медицинском институте имени Луначарского, с 92 по 99 Александр Очиров работал в Республиканской детской больнице. Он буквально ворвался в любимую профессию. Сутками дежурил все мы вместе и, естественно, стал маститым, хирургом и урологом. А оперировал он так же красиво, как и рисовал. Он очень любил артистично работать, чтобы даже косметически у детей не было каких-либо следов. Он корректировал рубцы, понимаете, это вот такой профессиональный был хирург. Ну, я же говорю, как вот рисовал тонко, красиво, гемостаз, то есть кровоточивость ткани, все делал, разрезы тоненькие, минимум кровопотери, это все, ну, это просто чувствовалось. Вот какой-то дар генетический. А так, да, он очень, видимо, по призванию человек работал детским хирургом. Дети его любили. Даже, по-моему, какие-то ему прозвища давали. Своих дочек он, по-моему, обожал. А детей пациентов он готов был на руках носить, чтобы они были здоровы. А в 1999-м Саша Очиров вдруг неожиданно для всех уходит в управление исполнения наказания Минюста России по Калмыкии начальником медицинской группы отряда специального назначения. И уже с сентября по декабрь 99-го он, как имеющий опыт боевых действий специалист, находится в своей первой командировке в Чеченской Республике. И во время дежурства и в наряде он был прежде всего доктором. В БТРе приехал командир их. Есть у вас медик оказать помощь? Док, сразу не разбираясь, взял сумку, в помощь еще пару человек, сотрудников, и поехал оказывать помощь. Настолько было все профессионально сделано, когда он привезли этих парнишек, там человека 4 их было, многие открытые переломы были. Он все профессионально сделал, что там были все тоже удивлены, как в полевых условиях при помощи там подручных средств так могли оказать помощь, потому что там открытый перелом, знаете, да, там время, секунды, кровь идет, надо, чтобы не попала грязь, все это быстро, умеючи. Весть о калмыцком чудо-докторе быстро разнеслась по округе, и к нему потянулись за помощью отовсюду. Определял причину недомогания или оказывал любую врачебную помощь Александр Очиров мгновенно, легко, словно играя. Рядом с ним боль, казалось, затихала. Так он умел успокоить и поделиться силами с другими. Легко все получалось. Вот и с таким человеком, мне кажется, жить
и работать, и общаться очень легко. Как в анатомии человека, так и в душах он разбирался. И поэтому, когда его везли из Моздока, то залп стоял непрекращающийся оружейный, потому что некоторые подходили и говорят, стукали прям по гробу и говорили, что ты наделал? Что ты наделал, док? Не могли как смириться с этой гибелью, потому что даже зная совершенно короткое время, они успели привязаться к нему. И он, видимо, облегчал им вообще пребывание там. Рассказывают, в декабре 99-го, возвращаясь после первой командировки, отряд УФСИН из Калмыкии остановился на КПП «Кавказ» в станице Слепцовской в Ингушетии, где были в основном готовившиеся к схватке с неприятелем бойцы спецназа из разных регионов страны. Вокруг суровые и сосредоточенные лица. Завтра неизвестность. И вдруг в воздухе, сквозь это напряжение, прорываются звуки песни под гитару. И в одно мгновение вокруг доктора калмыцкого спецназа, исполнявшего любимые песни Никольского, собрались десятки весело подпевающих и просто внимательно слушающих бойцов. Тогда же, по просьбе ребят из Еврейского автономного округа, им была подарена ставшая знаменитой гитара с озорной надписью в Сашином духе: «Братьям-евреям от калмыков бесплатно». И до сих пор в командировках, если пересекаемся, с Биробиджана отряд был, еврейский автономный. Они, старые, которые помнят, гитара у них сохранилась, они слышали, что док погиб, и они как у них себя держат, как воспоминание, память о доке. Мы до сих пор дружим со многими людьми. Приезжали чеченцы, дагестанцы, азербайджанцы буквально осенью. Это все друзья через Сашины друзья, наши общие друзья. Мы до сих пор дружим, общаемся. И не только, так сказать, личностями, но и целыми коллективами. Мы навсегда дружны с УИНом спецназа. Когда-то на балконе любимой сестры Галины он нарисовал журавлей. Уже потускнели краски, но бросивший вверх взгляд случайный прохожий вдруг внимательно присмотрится и улыбнется Сашиным журавлям. У него остались 2 маленькие дочки. «Я самый лучший папа на свете», обнимая своих сокровищ, восклицал Саша. И был самым лучшим. Он достойно жил и достойно погиб. Мы, конечно, очень жалели, когда он ушел в УФСИН, спецназ. Почему? Потому что сразу же мы думаем о профессионализме, а он был детский хирург от Бога. Я ездил туда за Сашей с нашими спецназовцами. В ту ночь на базе Моздока была масса техники, военнослужащих. Провожали 2 наших снайперов калмыцкого спецназа. В ту ночь на Грозный уходило их всего в общей сложности 60 человек. Через месяц вернулись только 8 наши. На утро мы забирали Сашу, и для меня было, это был как дурной сон с морга. И самое обидное, что в тот момент находилось всего лишь двое военнослужащих. Это наш Александр и другой доктор, тоже спецназа Новочеркасского. То есть те люди, которые должны были спасать, оказывать помощь своим сослуживцам, оказались первыми. Какая-то дикая война. Конечно, я хочу, чтобы, не дай бог, она не повторилась, чтобы это меньше мы теряли своих друзей и самых близких. Такого человека, пока наш отдел существует, пока существуют те ребята, которые вместе служили, знали его, память о нем будет вечна. В нашей семье было 6 детей. Он был 5-м по счету ребенком. Дали ему имя Александр. И мне кажется, он на протяжении всей своей короткой жизни, погиб он 33 года, он подтвердил свое данное ему имя, был всегда защитником. После завершения активной фазы боевых действий в январе 2001 года президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение о сокращении и частичном выводе войск из Чечни. Но теракты, похищения людей и дерзкие вылазки и нападения боевиков с многочисленными жертвами среди мирного населения продолжались.
Специальные сводные отряды МВД, ФСБ и Минобороны регулярно проводят спецоперации по ликвидации отрядов боевиков. В 6 утра 16 сентября 2001 года по местному времени в районе поселка Борзой Шатойского района был замечен отряд чеченских вооруженных формирований численностью до 400 боевиков, готовивший нападение на населенный пункт. Они отлично ориентировались на местности и были осведомлены о расположении подразделений федеральных сил. Было решено применить артиллерию и авиацию. Но первыми на тропу, по которой собирались продвигаться бандиты, были посланы самые опытные саперы. Во время минирования предполагаемого пути следования сепаратистов в горах Аргунского ущелья снайперским выстрелом убит командир отделения сержант Алексей Ачергаряев. А чуть позже, 18 сентября 2001 года, бандиты были уничтожены. У нас как раз месяц до дембеля было и 10 дней до дня рождения его. Он погиб 16, а 26-го у него 21. Весть о гибели Алексея Ачергаряева словно разрыв снаряда оглушила и надолго опустошила сердца его родных. Лёшка, он сам по себе, он по жизни такой был веселый, общительный. Никогда на одном месте не сидел. Все везде, все в делах было. Поэтому хочется его тоже помянуть, вспомнить. Не хватает нам его. В моей памяти остался таким добрым, веселым мальчиком. Любил пошутить, любил рассказывать анекдоты, рассказывал всякие истории, любил пересказывать фильмы. У него море друзей было, и все старшие его были. И вот теперь после Леши нету, эти друзья стали друзьями старшего брата Валеры. И он всегда говорил, он все время ждал, Леша приедет, мы это сделаем, то сделаем. И вот тоже Леша писал, вот я приеду, мы с Валерой пойдем работать и заживем. Хорошо, все будет у нас отлично. Младший из троих детей Ачергаряевых Алеша успевал и с друзьями пошалить, и уроки сделать, и маме помочь. После окончания Элистинской средней школы номер 10 целеустремленный парень поступает в СПТУ-2. Словно играя с увлечением, получает сразу две специальности – газоэлектросварщика и электрика-высоковольтника. И все время ждет писем от старшего брата, который служит в армии. Но с еще большим трепетом Алексей ждет своего призыва. Его повестку явиться на сборный пункт от 27 ноября 1999, как и все связанные с ним реликвии, мама бережно хранит. Писать письма Алексей не любил, но дома этих весточек всегда ждали. Впрочем, в них он был немногословен. Получается, что он 1,5 года прослужил в Челябинске, а последние полгода его направили в Чечню. Но он не писал нам, что он его направил в Чечню, а знал только Женя. Он в письме все время указывал, чтобы я не сообщал родителям, что он в Чечне служит. А так все время говорил, передай привет, скажи, что все нормально, жив-здоров, что у него все хорошо. А мать считала дни от письма до письма и ночами просила небо о здоровье сына, потому что чуткое сердце матери мучила непонятная тревога. В письме, как он мне писал, что он вперед всегда они шли и разминировали мины, а потом уже шли войска, там, роты, как бы они всегда впереди были. Говорил, что там красивая местность, что там девушки тоже симпатичные, что ему там нравится. Если бы не война, то вообще идеальное место. При прохождении срочной службы, выполняя свой воинский долг в Чеченской Республике, 16 сентября 2001 года в бою погиб командир отделения сержант Ачергаряев Алексей Геннадьевич. Указом президента Российской Федерации от 6 июня 2002 года Алексей Геннадьевич Ачергаряев награжден Орденом Мужества. Посмертно. Эти строки телеграммы Валентина Леонидовна помнит слово в слово. Долго мы приходили в себя. Но вот сейчас вот с годами, говорят, раны заживают, но все равно оно не зажито, а все равно мы теперь уже с теплотой вспоминаем про него. Уже все оставим, как ни одного дня не бывает, чтобы мы не вспомнили про него. К сожалению,
Я родился после смерти моего брата. Я очень много о нем знаю. Он кто для тебя? Скажи, кто он для тебя? Брат. Еще кто? Герой. Я горжусь им, потому что он был смелым, добрым. Что он совершил такой поступок, это для него честь. Я пойду в армию и буду служить, как мой брат Алеша. Военный комиссар Республики Калмыкия полковник Юрий Казаков с 2001 по 2002 год в составе штаба ОГВС в Чеченской Республике руководил группой комплексного огневого поражения. В его функции входила координация действий фронтовой, армейской авиации и артиллерии. Этот год жизни офицер называет одной из главных страниц своей биографии. Еще долго, признается он, просыпался от собственного крика в атаку и пытался вновь и вновь увести из-под свинцового огня своих молодых солдат. Там генерал-лейтенант Владимир Малтинской объявил ему о присвоении звания полковника. Там же он получил боевой орден. О тех, кто прошел испытания войной, подчеркивает полковник Казаков, говорят их награды. И тут никакие реляции и рапорта не нужны. И самое важное, о чем кадровый офицер говорит с гордостью, там на войне он увидел в своих солдатах, безусых юнцах, обычных российских мальчишках непобедимый и несгибаемый дух. В одной колонне, которая следовала туда, вот, на юг республики, самые туда удаленные горные районы по Аргунскому ущелью. По приезду 4 машины не досчитались. Они отстали, видимо. Получилось так, что в пункт дислокации не прибыло 4 солдата, 4 машины, вследствие водителя, их не старшие и прапорщик. Ребята, что интересно, машины загнали там какую-то там тропу горную вообще. Вот без средств связи, абсолютно без ничего. Ну, сами понимаете, 4 человека, что такое вообще, да? Я скажу, вот, дух, вот это вот то, что, как сказать, у них не было того духа, да, отчаяния, короче говоря. Вы знаете, я приехал, увидел их бодрыми, конечно, их обнял, короче, всех, что живые, все прочее. Вот, а потом рассказывали, что они намеревались, если вдруг их не найдут, намеревались машины, как сказать, как и в годы войны, то же самое, взорвать, короче говоря, чтобы не достались врагу, и потом выходить к своим, если как получится. Ну, то есть, вот видите, преемственность поколений. Жестокая, страшная в своей бессмысленности война залила кровью маленькую горную республику. Ее цена – тысячи жизней с обеих сторон в результате взрывов, бомбардировок, авианалетов. Но вести борьбу с невидимым врагом куда сложнее. Эту задачу в Чечне выполняли самые опытные офицеры Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Подполковник ФСБ Юрий Евсеев погиб в конце ноября 2001 года в Грозном. К тому времени он уже 5 лет работал в Чеченской Республике и в Республике Ингушетия. В его обязанности входило получение информации о каналах финансирования и связях незаконных бандформирований с международными террористическими центрами. Они-то и объявили на него охоту. Опытный офицер службы безопасности наладил широкую агентурную сеть и серьезно мешал им, срывая один их теракт за другим. На его счету десятки сорванных операций преступных банд, а значит, счет спасенных им жизней идет на сотни и тысячи. Там-то и вопрос стоит и финансирование, так сказать, вопрос финансирования из-за рубежа, доставки этих денег, потому что без денег никто, наверное, и воевать-то не будет. Там, конечно, намного, так сказать, тяжелее было работать, поэтому то, что он, так сказать, дослужился до старшего опера по особо важным делам, это и то, что он стал подполковником. Это оценка его личного, так сказать, вклада в работу всего коллектива. Юрий Евсеев был единственным ребенком в семье, любимым и самым дорогим, что было у Светланы Степановны и Анатолия Афанасьевича. Мы не всегда, конечно, знали то, что и что ему предстоит. Он писем не писал, он только изредка звонил. И домой он не звонил. А в ФСБ или куда там, точно я не знаю. Только нам говорили, что все. Я периодически туда ходила. Видели мы по телевизору похожее что-то вот на нашего сына. И когда он пришел, вот это мы сказали,
что мы отвидели. Вот таком-то это. Он говорит, да, это я был. После его уже командировки все здание, вот это общежитие, 300 человек, сотрудников в общежитии, подорваны или расстреляли, или чего. Но вот когда он первый в Чеченске был, он говорит, что час они были в этом здании, целый час их держали в засаде. Но, наверное, вовремя подошла помощь. Но он говорит, мы не сдались, конечно. Он родился 19 марта 1963 года в Курске, где тогда работал его отец, специалист строительно-монтажного железнодорожного подразделения. А с 1976-го жизнь семьи Евсеевых связана с маленькой степной республикой. Здесь он закончил 10-ю столичную школу, автодорожный техникум с красным дипломом, затем армия. Служить сержанту Юрию Евсееву выпало в составе ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан. После демобилизации учеба в Калмыцком государственном университете по специальности экономист, женитьба, рождение 2 детей Маши и Владика. Затем 2-е юридическое образование, служба в налоговых органах. И в 1991-м он начинает работу в Федеральной службе безопасности. Когда стал вопрос о том, что человека направить, так сказать, для службы именно в командировку в создаваемое чеченское управление, он, так сказать, сам добровольно вызвался от нашего отдела именно поехать в командировку. И он достойно, так сказать, послужил, можно сказать, вот эти полгода в командировке, вернулся оттуда. Ну и в дальнейшем, когда, так сказать, уже чаще с нашего отдела, с других, так сказать, подразделений посылали в эти командировки, естественно, он передавал опыт. Затем в 1995-м он вновь командирован в ФСБ России по Чеченской Республике. И тут уже его задачами становится противодействие международному терроризму и экстремизму. Вскоре офицера Евсеева переводят в центральный аппарат ФСБ, и теперь он координирует деятельность по борьбе с терроризмом и экстремизмом на территории Республики Калмыкия. Ну, а вот 2-я чеченская, тоже мы, как бы сказать, не очень. Он у нас ранее был тоже в командировке, год или сколько. Тогда уже впоследствии мы узнаем, что он обратно в Чечне. Он был год там. Одним из ноябрьских вечеров 2001 года подполковник Евсеев ушел на запланированную им встречу с агентом, откуда уже не вернулся. В 4 часа его вызвали. Так, короче, питали его. И отдав жизнь свою. Наверное, не добились того, чего хотели. Это было первое потеря, так сказать, именно управления, которое вот именно человек, офицер, погиб, который работал. Поэтому для нас, конечно, это была тяжелая и большая утрата. Его тело со следами жестоких пыток было найдено спустя несколько дней в одном из зданий разрушенного Грозного. Его расстреляли члены банды Мансыева Салаватова, на счету которой, по данным прокуратуры Чеченской Республики, 57 преступлений, терактов и убийств. Документы и служебные удостоверения погибшего подполковника спустя какое-то время были обнаружены в селе Старые Атаги среди вещей уничтоженного в бою арабского террориста Абу Тарика. По данным регионального оперативного штаба по управлению террористической операцией на Северном Кавказе, он стоял во главе разветвленной террористической сети и осуществлял управление боевиками, через него проходил один из главных каналов их финансирования. Абу Тарик, наряду с другими полевыми командирами арабского происхождения, Абу Аль-Валидом и Абу Амаром, представлял в Чечне международные террористические организации, из-за деятельности которых Чечня превратилась в гнездо террористов. С ними до последнего дня и вел непримиримую борьбу подполковник ФСБ Юрий Евсеев. Оперативная работа, она представляет это не участие, так сказать, в боевых действиях. Это именно на местности получение оперативной информации. Информация, потом, которая эта информация должна быть проверена, а в дальнейшем уже, если действительно там выявляются, так сказать, террористы, там, прочие боевики, тогда уже участвуют уже спецподразделения, так сказать, в ликвидации, в задержании. А вдвойне тяжелее, когда там, так сказать, можно сказать, в чужой среде, знание языка, так сказать, отсутствие. И именно надо же работать с населением. И опыт уже, так сказать, приобретенный, он более был полезен именно в тех управлениях, именно в тех горячих точках. И поэтому он и вот эти годы, после где-то, с 96-го года,
по 2001 год, вот он и находился именно в этих горячих точках. Тот страшный взрыв на параде Победы 9 мая 2002 года в дагестанском городе Каспийске унес жизни 22 музыкантов военного оркестра морской пехоты Каспийской флотилии и большого числа пришедших на праздник жителей этого приморского города. Подло, в спину из-за угла были убиты молодые талантливые ребята. Павел Горяев считался одним из самых перспективных музыкантов оркестра. Валторны и барабан с первых дней службы стали его инструментами. Хотя в Элистинском училище искусств имени Петра Ченкушова Павел постигал искусство игры на древнем мёрнухуре. Паша был открытым человеком, душевным. И, соответственно, за этим всегда скрывался его талант как музыканта, как человека общительного. Всегда был открытым, душевным. Он умел дружить. И умел дружить по-человечески, по-мужски. Он был убедительным в своих высказываниях, в своих мнениях. Его всегда слушали. Мы, друзья, однокурсники или тот круг, с которыми он общался. Но, несмотря на это, он всегда был спокойным, тихим. Его абсолютный слух и композиторские способности руководитель оркестра гвардии старший лейтенант Садрудин Османов отметил сразу. Там такие слова. Обращение Борис Шарваевич: гордитесь своим сыном, он такой был сильный музыкант. Очень много произведений, композиций. Без Павла не обошлось. Павел – старший сыновей Горяевых. Учитель пения Борис Шарваевич и преподаватель начальных классов Валентина Павловна знали о своих мальчишках все. Он был очень разносторонним человеком. Увлекался спортом, музыкой увлекался. Ну, так как его отец был нашим учителем музыки, наверное, много передалось ему от отца. Одноклассники наши брали у него кассеты, тоже слушали. Ну, также он играл на гитаре. Он был очень хороший парень и моим другом. Вокруг разностороннего смышленого мальчугана каждый день собирались ватаги друзей. А когда к многогранно одаренному подростку на смену увлечению спортом пришло упоение открытым для него миром музыки, Павел, получив одобрение отца, который всегда был рядом, решил стать профессиональным музыкантом. Много часов провели они вместе в спорах и обсуждениях старых, давно полюбившихся произведений и новинок. И не было больших на свете друзей, чем отец и сын Горяевы. Ну, он вообще был такой твердый, скромный, немногословный. Ну, на него можно было всегда положиться. И всегда вот это дело, которое делал, он старался делать хорошо. Я горжусь действительно своим сыном. Когда в декабре 2000-го Павел Горяев стал рядовым 77-й отдельной гвардейской Московской Черниговской бригады морской пехоты, он был счастлив вдвойне, ведь он мог еще и заниматься любимой музыкой. В сентябре 2001 года рядовой Горяев за отличные успехи в строевой и политической подготовке был поощрен командованием 10-дневным отпуском домой. А когда Борис Шарваевич приехал к нему в часть в марте 2002-го, сколько благодарности за сына он услышал. Очень много историй случалось в армии таких, где он себя показал как настоящий мужчина, но об этом ничего не говорил. Это когда отец ездил к нему по окончании службы. Отцу говорил разные такие моменты в армии. Прошло 12 лет, а материнское сердце не может смириться с мыслью о том, что ее Павлика нет. Ну, об этой трагедии впервые мы узнали с экрана телевизора, наверное. А потом мы, в принципе, знали, что Павлик у нас служит в Дагестане, в городе Каспийске. И все время в тот день передавали списки, кто погиб. И до последнего надеялись, что его не будет. Ну, конечно, было очень тяжело. Уже прошло столько лет, и можно сказать, что не верится. Тогда все, ну, можно сказать, было общим горем, наверное, потому что все, кто учился в школе или кто работал, все были одноклассниками, мамы или дети наши тоже закончили
в школу. Мне кажется, была это общая трагедия. Было очень тяжело. Надеюсь, наверное, это будет последней, наверное, трагедией, чтобы больше такое не повторилось. Было очень тяжело. До последнего мы ходили, поддерживали своих коллег, Валентина Павловна, Борис Шарваевич. Конечно, я думаю, для родителей это был тяжелый удар. Тем более он был в семье старшим. После него есть еще братишка. Возлагали на него, наверное, большую надежду. Сегодня некогда многолюдный и шумный дом Горяевых осиротел. Борис Шарваевич старается держаться на людях, но окружающие знают, что смысл его жизни уничтожил в одночасье предательский из-под тишка взрыв бандитов. В Калмыкии свято чтут память тех, кто отдал жизнь за целостность России. Война, которую окрестили чеченской, отняла у родных их любимых отцов, сыновей, братьев. На мраморной плите мемориала «Вечный огонь» в Элисте навсегда высечены имена героев, которыми гордится Степная Республика. Скибин Алексей, Луговенко Андрей, Дьякон Евгений, Басангов Мерген, Ракович Андрей, Ачиргаряев Алексей, Мукубенов Сергей, Мухлаев Владислав, Анаев Джангар, Убушаев Николай, Абдулин Владимир, Авджаев Чингис, Баиров Николай, Беркасинов Немяш, Будко Владимир, Бюляев Батыр, Вдовикин Павел, Винников Алексей, Горяев Павел, Даудов Закир, Дурнев Алексей, Евсеев Юрий, Иванов Евгений, Эрднеев Сергей, Качанов Александр, Коваленко Сергей, Корняков Санал, Кубраков Александр, Кулагин Иван, Кушаев Евгений, Ларлыков Горя, Эрдниев Бадма, Ачиров Александр, Сарангов Савр, Свинарев Виктор, Убушиев Сергей, Халзринов Валерий, Ханинов Александр, Царцаев Александр, Чалаков Борис, Читыров А.К., Эрднеев Борис,
Они достойно продолжили боевые традиции отцов и дедов и отныне навсегда остались в боевом строю. Сейчас вокруг тебя заградогонь ставят. Всех людей спрячь в укрытие, прием. Надо, у нас тут это все валится. Блокировали со всех сторон. 11, вызывай 104-го, давай с ним в контакте. Куда ему? Объясни, подойди, меня бьют с тыла уже, с тыла. Я понял, тебя бьют с тыла уже, прием. Уже за 30 раненых, за 30 раненых. Не стреляй, это свои, это камин. Думайте, я не могу бросить раненых. Техника уже почти вся сожжена. Думайте, как вывозить и как нас выручать.